Добрый день, Гарри, приветствую тебя. Спасибо, что согласился принять участие, ответить на мои Салам вопросы. алейкум, Аслан. Салам алейкум, мой дорогой друг. Шалом, дорогой Гарри, приветствую тебя. Я знаю, как ты относишься к чеченцам, знаю, как ты любишь и относишься к украинцам, уважаешь их, и очень много делаешь для того, чтобы донести правду, пробить информационную блокаду и так далее. Ну, может быть, еще что-то ты сделал, которое я не знаю. Наверняка ты еще что-то делал, о чем я не знаю. И Это хорошо. я хотел сегодня с тобой поговорить, Гарри, по поводу вот того эпизода, того неприятного инцидента, который сейчас разворачивается в Украине. Это решение Совета национальной безопасности и обороны Украины за подписью президента Владимира Зеленского, который внес в список, криминальный список, санкционный список нескольких чеченцев из батальона имени шейха Мансура, которые с 2014 года принимают участие, 2015 года принимают участие и защищают Украину. Ранее 11 сентября 2018 года был выдан один из бойцов батальона имени шейха Мансура Тимур Тумгоев. Был большой резонанс по этому поводу, мы сейчас об этом поговорим. Я бы хотел бы тебе задать вопрос по этому поводу. Что ты по этому поводу слышал, знаешь, ты говорил, я смотрел твои видео, ты дружишь с чеченцами там в Украине, и что твой знакомый тоже внесен в этот список. Расскажи, пожалуйста, по этому поводу. Смотри, я отношусь к чеченцам и украинцам так, как я отношусь ко всем остальным нациям. Есть некоторые нации, я не люблю людей складывать в какую-то отдельную категорию, но есть нации, гонимые, угнетаемые, которых трусливые и жадные, не смогли сломить. Я, наверное, отношусь к такому народу, к израильтянам, которые все время дерутся за свою, там, 6 тысяч лет дерутся за свою выживаемость. Чеченцы, украинцы, ну, еще есть некоторые курды. Мгм. Я, как человек военный, я уважаю тех, кто не складывает оружие, пока не добьются справедливости своего народа, своей земли. Я уважаю этих людей, я стою с ними вместе. Это не имеет отношения к какой-то нации или религии или еще чего-то такого. Просто потому, что они бойцы, потому что они готовы идти на пулю, а не сидеть и не ждать ее, пока придут эти трусливые ордой, этой сворой, нападут на тебя и по одному перебьют. Поэтому я считаю, что такие люди должны быть вместе, поддерживать друг друга, помогать друг другу. И дело, поэтому у меня такое, может, люди говорят, что там, я люблю чеченцев или я люблю украинцев. Я люблю одну женщину, двух детей и одну собаку, знаешь. Все остальное я отношусь с уважением к людям, которые это делают. Среди украинцев, среди евреев, среди чеченцев, среди курд, среди турков, среди поляков, ну, люди, среди россиян. Есть прекрасные люди, есть подонки, и разные попадаются люди. Мне позвонил один депутат украинский и сказал, что я сначала не поверил, что есть такой документ, потому что для меня это немножко дико, что в цивилизованной стране, как в Украине, вдруг какой-то там появляется ЧК, чрезвычайный комитет, который решает такие вопросы, которые должен решать суд и следствие. Следствие, вернее, и суд. И просто так они не могут кого-то вносить в какие-то списки, кого-то санкционировать, кого-то нет, потому что это там тройка какая-то или чрезвычайный комитет, который сидит и это решает, и они выше суда, выше всего, и президент это часть этого диктует. Это такая, похоже на диктаторскую систему тогда. И, ну, конечно, там сначала там санкционируют Андрея Телешенко. Ну, подумаешь, Телешенко, он такой, никто про него не слышит. Начинается. Потом закрываются 3 канала. Ну, хорошо, 3 канала – это вражеские каналы, их закрыли, мы все за это. Потом давайте гонения на евреев или чеченцев. Начинается с евреев, с чеченцев, с армян, с грузин, кого угодно. С черта лысого.
Ну, с кого-то Начинается. это начинается. Да. Начинает, но заканчивается же, мы прекрасно уже знаем, 21 век, что заканчивается это нами. Все это придет к нам рано или поздно, если мы дозволим этому происходить. А люди, мы так устроены, что мы любим, как мы получаем власть, когда мы можем решать, кто прав, кто не прав, кто хороший, кто плохой, мы ее держим, потому что мы это лучше знаем. Да? Я же тоже за то, чтобы все добрые люди собрались вместе и убили всех злых людей. Ну так, да? Я тоже за это. Дайте мне это право, и я разберусь. Вот Аслан мой хороший друг, он хороший человек. А вот Микола плохой, его к стенке. Все. Я же честный, я не беру ни взяток, я служил Родине, я честный человек, дайте мне эту власть. Нельзя. Потому что через 2-3 дня я скурблюсь. Любой человек. Любой. Нету идеальных таких людей, которые бы... Поэтому и ограничения президентского Да, поэтому срока. ограничения должны быть, потому что человека психика, она нарушается из-за этого, у любого человека. Поэтому, когда у нас в консульском отделе стоят люди, которые выдают визы в Америке, долго нельзя, чтобы они там год или 2 стоят, потому что они в течение нескольких секунд решают, дать визу, не дать визу. У них полная власть над этим человеком сейчас. Даже в такой мелочи. И вот мне позвонил депутат, и поэтому я не поверил. Сначала я сказал, наверное, это фейк, не может такого быть. Украина, я знаю, цивилизованная страна. И потом, почему чеченцы? Вроде они воюют за Украину. Политику не лезут. Политику, они боевые, обстрелянные, опытные. Это огромный плюс для украинской армии, для украинской боеспособности, для тех, которые могут отбить кадыровцев, не путать с чеченцами, да. А если так с ними поступить, как поступили с этим парнем в 2018 году, прецедент есть, то это, конечно, деморализирует войска, деморализирует солдат, вводит раскол в украинское общество. И это на руку только одному, это Путину и России. Вот да. Сейчас это сделал. Значит, когда депутат мне сказал, нет, это правда, есть такой документ, есть такие люди, внесены туда, мой друг внесен туда, который воевал против России в первую или вторую кампанию, сейчас не помню, его по частям привезли в Украину, украинские врачи спасли ему жизнь, собрали его вместе, у него жена, дети. По-моему, у него даже и штрафа-то не было за то, что он там дорогу перешел не в том месте. Как он туда попал, не понятно. Но все может быть, все может быть. У меня был такие инциденты 2 раза. Один раз во время службы, один из моих хороших бойцов попался на наркоте. Он кому-то начал помогать продать наркоту кому-то еще другого. То ли его использовали, то ли нет. Но его поймали, был суд, трибунал, его посадили на 3 года. Какой бы он хороший боец не был. Я выступал в суде, я говорил, он отличный боец, он отличный служил. Ну, хорошо, учли, 3 года влепили. Никто его никуда не выдавал. Потом у меня был боец, который он у меня не служил, и я уже не служил, но я слышал про него, я знал, что он тоже попал в огромные неприятности, он там убил жену и ее любовника, его посадили на 10 лет. По-моему, на 10, может быть, чуть больше. Есть люди, которые совершают криминал. Они воюют, они хорошие люди, все хорошо было, но совершают преступление какое-то. Это случается с людьми такое. Ведите следствие, отдайте его под суд, накажите, как его надо. Но я себе не представляю, что такое возможно, что страна, которая ведет боевые действия с другой страной, берет и граждане той страны приезжают и воюют против нее, потому что это правовая страна, а та не правовая страна. И я не могу себе поверить, что та страна берет, говорит, он криминал, давайте, он нарушил право, выдавайте нам его обратно. И Украина возвращает этих людей в Россию, потому что есть какой-то договор между Украиной и Россией. Вот мне это в голову не влезает. Ну, допустим, евреи в 1939 году, в 1940 году убежал из Германии, потому что сбежал с концлагеря, прибежал там, в Советский Союз, в Польшу, во Францию, в Великобританию, пошел служить там в армию, воюет против Германии. Но во время войны Гитлер говорит, эсэсовцы присылают ноту, что он нарушил их закон, сбежал там из концлагеря, и его там, он своровал буханку хлеба в
в Великобритании, и они его возвращают, этого еврея, обратно в Германию. И вот я не представляю, как это. Или какой-то палестинец, а это были такие случаи, знаешь, что люди убегали, служили, воевали против якобы своей страны. Хотя вы понимаете, что для евреев в 1939-м, 1940-м, 1941 году Германия была не их страна уже, они были лишены все, как чеченцы сегодня, которые не живут на территории России, которые участвовали в боевых действиях. Я себе не представляю, если и палестинцы, которые ушли из Палестины, убежали оттуда по разным причинам, религиозным, потому что влюбились, потому что они сексуальная ориентация не та, они сбегают в Израиль. Некоторые из них идут служить в израильскую армию. Я не представляю себе, что там Хамас их объявляет преступниками, и Израиль их выдает обратно, отправляет. Ну, не Да, может да. это быть, это не нормально. Это Поэтому я не ненормально. верю, что украинцы могут без суда, без следствия, да даже если и с судом и следствием, выдать в Россию кого-то из тех, кто оттуда сбежал и которые туда не хотят возвращаться. Но, как ты говоришь, прецедент таков есть. Прецедент в истории такой есть, когда, ну, они все, конечно, отличаются друг от друга, нельзя это все обобщать в одно, но, допустим, во время Второй мировой войны казаки, которые воевали, перешли на сторону немцев Мгм. и воевали на стороне вермахта, они как раз были такие карательные войска, они к концу войны сдались британцам, с семьями, с детьми, с женами сдались британцам. Британцы их поместили в лагерь для военнопленных. А когда советские войска освобождали лагеря военных пленных, там были американцы, британцы, такие. И вот Сталин не вернул британцев и американцев. Он сказал, когда вы вернете моих граждан, вот как эти казаки, тогда я верну вам ваших. И, конечно, британцы и американцы вернули этих казаков. Сталин всех их убил, все их семьи. Причем я бы сам этих казаков тоже казнил как предателей, карательные войска. Ну, дети их причем, или там жены их причем. Это же нельзя так. Но британцам и американцам нужно было вернуть своих военнопленных. Это был шантаж. И они были как бы британцы, и американцы, и Советский Союз были союзники тогда. Было также с польскими летчиками, которые были в британской авиации, летали, они были асы, многие из них. И после войны их Британия выдала в Польшу, в советскую Польшу, которых их тоже там всех уничтожили потом. Они не хотели возвращаться, они протестовали, голодали. И вот этот урок истории, казалось бы, надо выучить. Поэтому я считаю, что я надеюсь на украинский народ. Я знаю, что сейчас что они не допустят такого, даже если какие-то там продажные чиновники или коррумпированные чиновники или бизнесмены под это соус, да, 80 там или 90% это криминальные личности в этом списке, ну давай кинем туда 10%, которые мешают нам бизнесом, там, конкуренцию в бизнесе создают, в политике что-то кому-то не нравится, какому-нибудь коррумпированному олигарху кто-то не нравится. Давай их тоже туда закинем. И начинается это Стележенко, с чеченцев, потом это будет Табах, потом это будет Аслан, потом это будем мы все вместе. И Да? так до нас. Поэтому такого допускать, конечно, нельзя. Я уверен, что на 99,9% я уверен, что украинский народ этого не допустит, потому что уже такой яркая личность, как Ярош, сказал, что он не сдаст, что они уже говорили с министром внутренних дел, тот поклялся, пообещал, что этих людей не выдадут, что их там будут расследовать и судить в Украине, что в Россию никого не выйдут. Но он говорит, что только из батальона. Но в Украине же не только люди из батальона, из чеченства. Там есть люди, чеченцы, которые живут там много лет, которые ушли в Украину после первой, после второй кампании. Они воевали против России. Их Путин хочет обратно, чтобы из них сделать пример. Да. И он будет подкупать, он будет шантажировать и украинскую власть, и украинских чиновников. Он КГБшник, и он таким образом действует. Дело все в том, о чем я больше всего вот так переживаю, что я не верю в совпадения. Все вот эти вот вещи каждый раз происходят после того, как или звонок Путину от Байдена был, или Нуланды и Блинкен приехали в Украину и о чем-то договорились. И вот начинаются всегда такие какие-то, чего 7 лет не происходило, а тут то звонок, то приехали, то поговорили,
что пригласили. Снятие санкций с Северного потока, санкционируем наш Северный поток, а российский снято. Наши корабли развернулись и ушли из Черного моря, когда россияне стягивают войска к границе. Урезали бюджет военной помощи Украине. Дали эти деньги в коррумпированную палестинскую автономную республику, которая оказалась у Хамаса, и началась бомбежка Израиля. 4 года ничего этого не происходило. Все было тихо. Северная Корея сидела тихо, Россия сидела, Путин сидел тихо, Хамас тоже не шевелился, Израиль с арабами мир подписал со многими странами. 4 года было все. 21 января все меняется, и вот начинается. 21 января меняется у нас власть, 22 января у украинцев 10 солдат убито. И понеслось. И все, и распоясалось. И давай встречи с Путиным, и сейчас будет саммит с Путиным, и звонки с Путиным, и он начинает себя вести распоясанно, безнаказанно, все сходит с рук. Все сходит. И, конечно же, боюсь, как бы Путин сказал, хотите со мной иметь дело, вот, хочет Байден иметь дело, значит, снимай санкции с Северного потока, там большая часть Украины должна распасться и отойти мне. И вот этих чеченцев, этих абреков, которые против меня воевали, вернуть мне. Вот я боюсь, чтобы такого не было. И чтобы не приехали и не заставили Украину это сделать. Как когда-то при Порошенко Обама заставил не проголосовать, хотел, чтобы первый раз Америка проголосовала против Израиля, и тогда Украина воздержалась, потому что Обама выкручивал руки Порошенко тогда. И я надеюсь, что... А Нетаньяху тогда в ответ поехал на День Победы в России. И вот надеюсь, что такого не будет. Но у меня впечатление, опять же, у меня нет доказательств, у меня нет примеров этому, кроме того, что я не люблю действовать там по ощущениям или этому, но у меня складывается такое впечатление, ну не у меня, не только у меня, а у многих, что новая власть в Америке, она хочет все, что сделал Трамп, хорошее, плохое, от всего от этого избавляться, все, и вернуть все абсолютно, что делал Обама. И вся эта команда обамовская. Поэтому они не уничтожают все, а расплатиться им придется кем? Расплатиться им придется Украиной, Чечней, замолкнуть про это. Белоруссии сегодня. Вот мы видим, что с Белоруссией произошло. Да, безнаказанно. Посадили в самолет, арестовали парня, уже у него морда опухшая, он уже во всем признается, что он во всем виноват. Взяли его девушку. Беспредел. И никто ничего не делает. Запретили пока что летать над Белоруссией самолетом. Большое дело. Ай-яй-яй, какой ужас. Вот боюсь, чтобы опять наши народы были не принесены в жертву ради какого-то великого дела, ради какой-то великой политики, ради светлого будущего. Причем наши народы, с нами это случалось не раз. Сегодня, опять же, я не хочу повторять, но если сегодня мы допустим, чтобы это произошло с чеченцами, то мы проиграли. Это произойдет с нами тоже. Не сегодня, завтра произойдет с нами. Придут за нами. Абсолютно. Сегодня пришли за чеченцами, завтра придут за нами. Завтра мы будем в этих списках. Абсолютно с тобой согласен, Гарри. С бандитами, с предателями, с изменниками Родины, с вредителями. Мы будем в этом списке. Абсолютно с тобой согласен, Гарри. И более того, я бы хотел бы сказать, что о выдаче, конечно, сейчас пока речи не идет, но так как эти люди являются гражданами России, то, конечно, куда их еще высылать? И даже если их не высылают, даже если их не вышлют, да, хотя прецедент был, и что это может повториться, это мы уже в это верим, что это возможно. Даже если это не повторится, тот репутационный удар, который нанесено этим решением СНБО, Советом национальной безопасности и обороны Украины, это очень показательно. Вот у меня даже в комментариях я
выложил некоторый материал по этому поводу. Люди пишут, ну как же так, Украина там предала, не надо было ехать. И такие голоса, когда Иса Мунаев ехал в Украину, они были, эти голоса. Но Иса Мунаев был непреклонен, он был уверен, что если он не поедет туда, то Украине будет тяжело. И я уверен, что большой вклад именно не столько, может быть, в военной силе, сколько в моральном, да, что вот настоящие чеченцы, которые много лет сражаются за свою свободу, стали рядом с украинскими патриотами, несмотря на национальность, на религию, да, как нам пытаются постоянно преподнести и постоянно разделить нас этим, что вы такие, что вы сякие. И так далее, даже вот из-за того, что борода, из-за того, что воюют, их там и радикальными и так далее объявляли. И несмотря на то, что они находятся среди христиан, воюют за христиан, гибнут, как и Иса Мунаев, как Амина Акуева, гибнут рядом с этими людьми. Несмотря на это, их пытались там обвинить в каком-то радикализме и так далее. И ты абсолютно прав и в том случае, что за всех отвечать нельзя, да, за всех отвечать. Я как бы и огульно обвинять всех нельзя. Вот передо мной есть 4 фамилии, которые на страна УА, есть такой сайт. Его почему-то все, с кем я говорил, говорят прорусский он, этот сайт. Ну, здесь чисто вот терминология даже, да, кроме как не называют террористами чеченцев, все остальное вот таким пренебрежительным, таким российском тоне все написано. Здесь 4 человека указаны. Это Сайнароев Салман, Идрисов Муслим, Иртаев Умхан и Вуцаев Альви. Я разговаривал с представителями батальона шейха Мансура, и за Вуцаева Альви мне сказали, что человек полгода уже не является членом их батальона, и они не могут 100% сказать, но чем он занимался и что был, они как бы за это не знают. Есть Санароев Салман, его здесь обвиняют в разбойном нападении на ювелирный магазин в Киеве, во время которого был убит охранник, оглашен международный список. Для меня, конечно же, убийство это тягчайшее преступление, и для меня очень стало интересно вот эта ситуация, потому что непосредственно с Салманом я лично знаком, по телефону мы с ним знакомы. И наше знакомство произошло именно тогда, когда выдали Тимура Тумгоева в 2018 году, и я тогда всячески помогал батальону и нашим добровольцам, которые там находятся. И в это время была, когда выдали Тумгоева, украинские добровольцы, украинская общественность очень живо, очень так сурово, я бы даже сказал, отреагировала. Даже Муслиму Чеберлоевскому, комбату, пришлось успокаивать эту толпу, говорить, его человека выдали, он успокаивал украинцев. Это есть видео в Ютубе перед Генеральной прокуратурой. Тумгоева выдали, когда был еще президент Порошенко, и прокурором был Куценко, могу ошибаться, непосредственно Луценко, да, совершенно верно, Луценко. И непосредственно подпись стояла его заместителя под выдачей Тумгоева, стояла подпись Евгения Енина, зам генерального прокурора. Его сняли, Гарри, и перевели его, когда сбили Боинг, его перевели вот этим заниматься. Хотя была информация. Он сейчас замминистра иностранных дел. Вот, отлично. И вот этот Евгений Енин, про него говорили, что, по-моему, речь о 200 тысяч долларах шла, за Тумгоева заплатили ФСБшники из России, чтобы выдали. Но объяснить, кроме коррупционной составляющей или же измены из идейных соображений, да, в угоду России, по-другому просто этот инцидент нельзя расценивать. Как ты говоришь, вот он замминистра. Хотя я читал еще, я писал об этом, он занимался, Евгений Енин занимался, какой-то пост занимал в Международном уголовном суде по сбитому Боингу. И очень удобно, да, русским получать информацию от своего человека прямо по этому расследованию и быть в курсе всего. Он представлял, конечно же, Украину, Евгений Енин.
И вот тогда была создана комиссия, это я так, чтобы всем нашим зрителям было понятно, по поводу вот, всех бойцов, которым нужно получить документы и легализовать их, потому что у некоторых были проблемы с документами, некоторые бежали незаконно. Кстати, в этой статье указывается, что Муслим Чеберлоевский, по-моему, о нем идет там речь, или о ком-то другом, что незаконно пересек границы Украины, пришел защищать Украину, его обвиняют в том, что он незаконно пересек границу. И указывает в этой же статье, говорится, что в случае, если же они не хотят здесь находиться, обвиняют в убийстве охранника в ювелирном магазине, каких-то других тягчайших преступлениях, и там же пишется, сейчас я тебе просто процитирую, чтобы было более... Кроме того, их выдавать не будут, говорят, и так далее. Они говорят, что выдавать не будут членов батальона. Батальон, ну, сейчас я тебе закончу. Но там же в списках есть чеченцы, которые не члены батальона, конечно, а просто которые живут. Вот мой друг, он участвовал в первой или второй кампании. У него дети, у него семья, он живет. Но он такой глубоко религиозный человек. Он такой принципиальный. Но он не входит в батальон. Он не входит, нет, но он уже покалеченный. Да. И он принципиальный, он просто так ты его не нагнешь, не поломаешь, не подкупишь. Знаешь, он принципиальный, он глубоко религиозный человек, и наверняка я уверен, что он кому-то мешает, какому-нибудь бизнесмену или какому-нибудь коррупционеру, потому что он неизгибаемый такой. И очень выгодно его внести сейчас в этот список и избавиться от него. Угодить русским, да, и избавиться... И сдать его избавиться. Я не говорю, что, может быть, конечно, я не знаю. Может быть, он и совершил какое-то там нарушение или преступление, черт возьми, все может быть. Но разбирайтесь это в Украине. Конечно, совершенно верно. Предлогом сдавать человека в Россию без суда вообще, и даже с судом. Гарри, для меня это неприемлемо. Совершенно верно. Гарри, слушай, пишет, Страна УА пишет, те, кто сейчас на воле, могут покинуть Украину и уехать в любую другую страну. К слову, ранее некоторые из переехавших в Украину и так далее. То есть, даже если вы совершили преступление, вам просто прямым текстом говорят, уезжайте. Нет, чтобы судить. Ну, если человек виновен, вы же не можете его отпустить. Он совершил преступление против государства, против частного лица. И здесь вот именно по этому даже тексту видно, что просто хотят выдворить, вытеснить. Потому что это наносит репутационный урон в первую очередь Украине. И вот, возвращаясь к Салману, я бы хотел сказать, вот была создана комиссия по помощи вот людям, которые принимали участие не только в батальоне, но и вообще в АТО, тогда это называлось АТО, принимали участие. И они уже начали помогать. В эту комиссию был включен Рифат Чубаров. Завтра, я с ним сегодня говорил, завтра тоже запишу с ним интервью, и еще некоторые украинские политики и там общественные деятели. И вот я общаюсь с Салманом, мы занимаемся делом Тумгоева, там получаем информацию и так далее. И в этот момент Салман пропадает со связи. Проходит какое-то время, он опять выходит на связь. Я говорю, что случилось? Он говорит, ко мне тут ворвались, меня тут избили, это силовые органы к нему ворвались, избили. Разбили ему нос и дали ему вату, чтобы убрать кровь с носа. И все, сказали, мы ошиблись, извините, все нормально, его забрали в отдел, привезли, отпустили, все, никаких претензий нет, все нормально. Но ватку от носа забрали с собой. Ватку все забрали с собой. И проходит какое-то время, и невероятным образом где-то какая-то этническая группа совершила ограбление с убийством ювелирного магазина, и на подоконнике находят кровь Салмана. Это единственная зацепка, которая есть у следствия. И Салмана начинают пристегивать к этому убийству. И мне об этом рассказывает представитель батальона шейха Мансура. Хорошо, это мои чеченцы, хорошо знать одну информацию, хотя мне и Салман об этом ранее говорил, что его подставляют, его преследуют.
Связался с Рифатом Чубаровым. Рифат, скажите, пожалуйста, я говорю, вы входили в комиссию, под ваше поручительство отпустили Салмана. Он отсидел год, доказать не смогли, и дело было прекращено. И здесь же указывается, что Салман был, его отпустили под поручительство Рифата Чубарова, и Салман скрылся и бегал от следствия и так далее. Что абсолютная ложь. И Рифат Чубаров мне это подтверждает. Говорит, ты не представляешь, сколько там было ляпов в этом деле. И они были вынуждены его отпустить. Я говорю, вы сами читали? Конечно, говорит, я в суде выступал, я все материалы видел. Это даже все смеялись над этим делом. То же самое касается там Муслима Идрисова и там остальных. И абсолютно ты прав. Не только батальон шейха Мансура, любые, да вообще любые люди. Как можно их выдавать России? У меня в голове не укладывается. Это самим себе стрелять в ногу. Я сижу, вот понимаешь как, я надеюсь, что мы с тобой через неделю будем над этим смеяться. Как мы вообще могли подумать такое, что это возможно. Вот и я просто молю Всевышнего, что это такого, не может такого быть. Это будет просто конец моей любимой Украине, конец многому чего. Я не могу себе представить даже, какие у меня будут действия, если такое может случиться. Я полностью с тобой согласен. Я такого же, вот сейчас, тогда была оппозиция, украинцы вышли, и сейчас, слава богу, я заступился, народ, общественность, но при всем при этом власть, Владимир Зеленский, который, я не хотел никогда говорить про ни Владимира Зеленского, ни про Порошенко, когда даже я тоже, потому что мы не украинские, да, это не нашего ума дело. Но сейчас... Я тоже никогда не вмешивался в украинскую политику и никогда не комментировал про сейчас просто молчать, и когда уже мы знаем, что непосредственно Владимир Зеленский ставил свою подпись, ладно, тогда это ставил Евгений Енин, зампрокурора. И тогда это было не озвучено, тогда никто про это не знал, уже все постфактум про это узнали. Да, когда выдали уже, да. Да, а сейчас же все это уже озвучено, все прекрасно знают, все прекрасно это видят, и поэтому реакция общественности должна быть какая-то, конечно. Я предлагаю тебе принять участие в этом и максимально попробовать привлечь внимание к этой проблеме, Гарри. Мы с тобой это и делаем сейчас, и меня сегодня уже... За 2 дня 6 передач на эту тему. Спасибо тебе большое. Я говорю, 6 передач у меня, я уже путаюсь, кому я чего говорил, и я повторяюсь на передачах одно и то же. И опять же, это дело все в том, что это не цивилизованно, если это так произойдет. И это было в истории. И это старый трюк, когда политических мешают с криминалом и закидывают врагов народа туда вместе с ними и думают, что они затеряются. И понятное дело, что десятки лет, а может даже и сотни лет ведется промывание мозгов, что все чеченцы – это бандиты и террористы. Все евреи там космополиты, предатели, малодушные. Все украинцы жадные и предатели. И это очень легко народу, обществу это продать. Да. А что, он же чеченец, поэтому он должен быть в этом. Он же еврей, он должен быть в этом. Понятное дело, что мы же знаем, что это не. Понимаешь? И власти этим пользуются. Никогда я не комментировал ничего про украинскую власть. Я всегда говорил, когда меня спрашивают, я не буду это комментировать. Я гость в вашей стране, это некрасиво, непорядочно для меня вам говорить. Это решение украинского народа, кого выбирать, куда выбирать. Пока я буду поддерживать Украину в любой ее ситуации, пока Украина разделяет наши американские ценности, демократические ценности, я буду поддерживать любой выбор украинского народа. Но сегодня, конечно, молчать нельзя. Международное общество должно высказать, что может произойти ошибка. Никакой президент не идеален. И мы видим у нас в стране, что творится. Да? Тоже у нас президент принимает решения, и его свора, его окружение, это же он не один, это же окружение, это же целые команды, это же целые банды.
у нас тоже демократические, которые принимают такие решения, которые сдают Украину, сдают Израиль, сдают для каких-то своих личных политических целей. И мы должны высказывать, мы должны нас поддерживать. И я всегда говорил, что и Украина в этом отношении, когда идет в Америке борьба, многие говорят, ну а что Украина, мы же не избираем вашего президента. Еще как избираете. Когда есть политическая воля, когда вы хотите быть на правильной стороне истории, то надо было и расследовать, чем занимался сын Байдена в Украине. Надо было делать многие вещи, чтобы оставаться на правильной стороне, не бояться, не малодушничать. И вот сегодня я считаю, что я не имею права молчать как офицер, как человек военный, когда люди, которые воевали, которые боролись не только за Украину, но и против этой дьявольской власти. А в Украине огромная пятая колонна. Да. Я считаю, что я не имею права, морального права молчать. Я должен призывать общество, должен призывать диаспору, чтобы на это обратили внимание. Мы с тобой не знаем, будут они депортировать или не будут депортировать. Нигде не сказано, что будут депортировать. Не сказано, да. Нигде не сказано. Ну, речь о самой дискредитации. Но так как мы уже научены, и у нас уже есть плохой опыт в этом, то мы, конечно, должны сразу на это обращать внимание. Мы сразу должны сказать, мы следим за вами, мы смотрим за вами, мы смотрим за властью, мы смотрим за правоохранительными органами, мы за вами следим. Вы меня не пустите, меня уберете, будет следующий, будет Аслан. После Аслана будет Ахмед, после Ахмеда будет Вася, после Васи будет Микола и так далее. И так вот нарушать права человека люди, которые сознательные, у которых есть сознание, должны следить и высказывать свое недовольствие. А украинцам не нам учить украинцев, как высказывать свое недовольство. Они умеют высказывать свое недовольство и часто это делают. Довольно-таки их культура этим отличается от нашей, где мы должны слушать старейшин, где мы должны быть культурные, где мы должны быть уважительные. Они очень быстро могут высыпать на Майдан. Да, будем надеяться, будем тогда максимально привлекать. Вот у меня за спиной фотография, вот боец одного из добровольцев, флаг видимый Израиля, флаг Украины, флаг Ичкерии. Все вместе объединились, были белорусы, литовцы, россияне даже переходили на сторону Украины и воевали против оккупантов. Да, поэтому вот это единство, вот если выдали сейчас чеченцев, завтра евреи, как ты правильно говоришь, и россияне, или казаки, белорусы скажут, а завтра и нас выдадут. Почему нет? Если можно одних, то можно и других. Мы просто как такая канарейка в угольной шахте, которая первая подает сигнал. И поэтому я думаю, конечно, я сейчас буду этой темой плотно заниматься. И спасибо, что ты тоже будешь этим заниматься. Будем максимально проводить интервью с Муслимом Чеберлоевским, постараемся поговорить. Кстати, а Муслим Чеберлоевский, он включен в этот список? Насколько я понимаю, он тоже был включен в этот список. Да, мне кажется, да, он включен. Да. Я у Муслима Чеберлова, и ты мне помогал в этом, я хотел у него взять интервью для своей программы «On Target». И я не знаю, я, наверное, поговорил не хочу там перегибать палку, но, наверное, человек 50-60, может быть, даже больше о нем. Ну вот все о нем отзывались, все до одного. Ни одного человека о нем не сказали, что он там малодушен, трусоват, или что он там жадноват, что он там деньги брал, что ли. Еще все единогласно говорили, что он абсолютно исключительный человек, абсолютно неординарный человек, смелейший из смелейших, праведный из праведных. И как обычно в истории так получается, что когда появляется в истории такой человек, я не знаю, такой он человек нет, я говорю, что я слышал. Да. От него хотят избавиться. Да. Власти от такого человека всегда хотят избавиться. Такие люди нужны на войне. Но когда война заканчивается, от них сразу надо избавляться. Или в лагеря, или убить, или составить какой-то инцидент, где от него избавляться. Потому что они опасные.
Они вокруг себя могут собрать большое количество людей, они могут создать движение, они будут бороться за справедливость, они будут продолжать драться за то, за что они воевали. Если они видят, что пришли теперь подонки к власти, они будут и с этими подонками воевать, точно так же, как они воевали с врагом. Поэтому их очень боятся. И от них очень часто, от этих людей, надо избавляться. И всегда в истории от них и избавлялись. Как от Сашки Белого избавились, тоже был такой. Ну, от многих так в истории избавились. Это можно список таких людей говорить, которые были несгибаемые, неподкупные. Юрий Гагарин, Да. такой яркий пример, от которого, в конце концов, пришлось избавиться. Потому что за ним ходили. Он мог призвать целую страну к перевороту. Да, была раскрученная фигура. Потому что он начинал понимать, что у руля сидят подонки. Да. Да. Ну, тогда, Гарри, я думаю, мы с тобой тогда еще вернемся к этому разговору обязательно. Я буду больше информации собирать по этому поводу. Спасибо, Аслан. И будем Спасибо делиться. тебе большое. Спасибо за то, что ты несгибаемый, за то, что ты принимаешь непопулярные решения. Я знаю, что тебя очень много критикуют, но ты остаешься на правильности. Меня критикуют, тебя критикуют, но мы с тобой остаемся на правильной стороне истории, и мы просто так не будем за Россию просто потому, что мы там родились. Или мы не будем за мусульман или иудеев просто потому, что мы родились в этой религии. Все люди разные. Мы с тобой, я очень рад, что ты разделяешь со мной это, что мы будем все равно защищать тех, на кого нападают несправедливо. Неважно, черные, белые, длинные, короткие, худые, толстые, неважно. Совершенно верно. Мы за справедливость. Спасибо большое, спасибо, что ответил на мои вопросы. Спасибо. Мир дому твоему. Спасибо. Слава Ичкерии, слава Украине. Героям слава. Все, спасибо. Гарри, пока. Давай, береги себя. Спасибо.